Никакой очереди с 5 утра, как это было недавно. Родители будущих первоклассников Коми национальной гимназии заполняют заявления в штатном режиме с 9 утра. Прием мы ведем сейчас по закрепленной территории. Как раз до не позднее 1 февраля текущего года мы должны начать прием заявлений и завершить прием по закрепленной территории 30 июня текущего года. Ажиотажа у нас как такового сегодня, я считаю, что нет. Родители, конечно, подошли, но это и те родители, которые подают заявления нам непосредственно в письменном виде, и те родители, которые пришли уже подтверждать поданные заявления в электронном виде. Ирина Михайлова решила сама подойти в школу. С собой принесла все необходимые документы. Наверное, потому что так мне спокойнее было бы. Через не вот эти все электронные системы, мне кажется, что это будет все виснуть, будет сбой. Я пришла, спокойно написала, у меня есть контакт непосредственно с директором, и мне так спокойнее. Не надо было приходить в 5 утра, мы пришли, старшего ребенка привезли и посидели полчаса и начали писать. Ирина сама 20 лет назад закончила эту школу. В Коми национальной гимназии учится старший ребенок. Младшего решили устроить тоже сюда. Кстати, с этого учебного года у таких семей есть преимущество. В этом году федеральное законодательство претерпело определенные изменения. В закон об образовании в Российской Федерации, в Семейный кодекс были внесены дополнения. В частности, было установлено преимущественное право на зачисление в образовательную организацию при прочих равных условиях, если старшие дети уже обучаются в данной образовательной организации. В первой столичной школе родителей мы нашли лишь в кабинете для приема в 1 класс. В 11 дня поступило 25 заявлений, и все в основном через интернет, через сайт Дети11РФ. Нужно иметь учетную запись, подтвержденную через офисы «Мои документы». По словам педагогов, электронная система на этот раз заработала с первой секунды, и сбоев, как в прошлом году, не было. Все муниципальные образования, которые уже 3 года вот так вот массово работают по приему заявлений в электронной именно форме, они даже нас проинформировали о том, что им все понятно, ими все организовано, рабочие места, графики приема заявлений, они сформированы. Вместе с нашим оператором, техническим центром информационной технологии, каждый муниципалитет уже протестировал приемную кампанию в 1 класс. Одновременно мы с разработчиками нашей информационной системы тоже проработали все технические моменты для того, чтобы не было вот этого зависания. Чтобы подтвердить заявление, поданное через интернет, в течение 3 рабочих дней после этого подойти в школу с оригиналами документов. А через 7 рабочих дней после предоставления документов в школу также на сайте Дети11РФ ознакомиться с результатом рассмотрения поданного заявления. Первая волна приема в 1 класс по постоянным и временным пропискам закончится в июне. Кстати, за это время есть возможность прописаться и попасть в школу возле дома у тех, кто еще не успел оформить регистрацию. А с июля рассмотрят документы у тех, кто не прикреплен к территории школы. Летом же о количестве свободных мест можно будет узнать на сайтах учебных организаций. Попадет ли ваш ребенок в желаемый класс, и учительницы решат тоже на уровне школы. Родители на заявлении могут указать, но все-таки в праве образовательной организации распределение учащихся, комплектование классов, потому что это первый принцип, это гендерный принцип мальчики и девочки. Ну и, конечно, мы смотрим реестр подачи заявления, куда очередность. 30 января запись в 1 классы началась в большинстве муниципалитетов Коми. 31-го к ним присоединятся школы Печорского и Кнешпогосского районов. В региональном Минобрнауки утверждают, 1 сентября за парты сядут все, кто захотел стать первоклассниками. Анастасия Тюрина, Иван Богомолов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.